Божественный голос обращается к вам сегодня, умоляя ценить те моменты искренности и чистых эмоций, которые наиболее человечны. Те моменты, когда вы смеетесь с друзьями до тех пор, пока у вас не заболят бока, когда влюбленность вызывает космический взрыв внутри вашего существа, и когда жизненные испытания ломают вас, заставляя слезы трансформации льются из вашей души рекой. Жизнь, по сути, проста. Наше время на этой планете коротко, но оно дает нам возможность узнать о любви к себе и о том, как любить друг друга, несмотря на нашу неряшливую, волшебную и своеобразную натуру. Какой невероятный дар испытать жизнь как человек! Если копнуть глубже, всегда есть за что быть благодарным. Истинная благодарность не означает игнорирование теней, а скорее искреннее участие в любых жизненных обстоятельствах. Речь идет о том, чтобы принять разворачивающееся путешествие, не нуждаясь в ответах на все вопросы. Скажите «Аминь», чтобы подтвердить эту истину. Бог шепчет вам сегодня вечером, что ваше существование предназначено для того, чтобы прожить его в полной мере. Итак, дайте обещание. Обет жить и тянуться к звездам, выть на луну и танцевать с солнцем. Пообещайте нырнуть с головой в этот мир, ориентируясь день за днем. Делайте все возможное, чтобы ваша душа пела, чтобы ваше сердце пульсировало надеждой, любовью и сочувствием. Будьте настолько наполнены радостью, что переливаетесь через край, изливаясь на каждого встречного, от сердца к сердцу. Пообещайте стремиться к своему счастью и не торопиться, наслаждаясь каждым большим и маленьким делом, которое воспламеняет ваш дух. Не ждите, пока жизнь произойдет, а сделайте так, чтобы она случилась. Убедитесь, что все, что вы делаете, полезно и правильно для вас. Пообещайте продолжать идти вперед, когда мир кажется вам слишком тяжелым, когда ваши кости устали, когда вас охватывает усталость. Пообещайте не сдаваться, отдохнуть, остановиться и отдышаться. Нажмите «Мне нравится», если верите в Бога. Послание Вселенной сегодня заключается в том, что время смиряет вас так, как вы меньше всего ожидаете, думаете, что вам это не нужно, и не ожидайте этого. Но так и будет. Это дает вам возможность взлетать и падать, быть в центре внимания и сливаться с толпой. Время учит вас принять жизнь, которой вы когда-то избегали, глубже проникнуть в души людей, которые делят с вами эту землю. Он показывает вам, что важно, а что нет, когда конец – это новое начало, а когда это действительно конец. Дорогая, ты все это испытаешь. Ощущение контроля и полной растерянности, как будто у вас есть ответы на все вопросы, и вы понятия не имеете, что делаете. Вы будете развиваться, ваше сердце, ваша точка зрения, ваш разум, ваш стиль, ваши шаги. Вы впишетесь и выделитесь, будете любимыми и будете сломлены. Я не могу гарантировать вам пропорции каждого из них, которые вы получите, но могу пообещать вам одно – мир узнает, что вы были здесь. Поверьте, вы оставите свой след вовремя, и он запомнится. Вселенная уверяет вас сегодня, что пока есть время, в вашей жизни возможно все. Все стоящее требует времени. Чтобы найти свое племя, добиться успеха,
реализовать свои мечты, создать шедевр своей жизни и найти любовь. Все это требует времени. Не торопите процесс. Вам не придется навязывать то, что предназначено для вас, если вы терпеливы к себе. Вы добьетесь великих целей. Дайте себе время развиваться. Лучшая версия себя может подождать. Ничего страшного, если вы чувствуете, что постоянно ждете светлых дней. В процессе ожидания вы усвоите множество уроков. Вы научитесь отказываться от контроля, плыть по течению и концентрироваться на позитиве. Погода не имеет значения, если вы носите с собой солнечный свет. Темные тучи постепенно рассеются. Нахождение в самой нижней точке вашей жизни – это лишь временное явление. Потерпи. Со временем приходит исцеление, а с исцелением приходят перемены. Твое время придет. Освободите место для своего светлого будущего, оставаясь настоящим. Прекрасные вещи случаются, когда вы готовы набраться терпения. Это может занять некоторое время, но то, что должно принадлежать вам, никогда не опоздает. Сумерки наступают для тех, у кого есть терпение ждать, а рассвет встречает тех, кто питает веру. Со временем все найдет свое законное место. Продолжайте надеяться и не торопитесь. Если вы верите в Божественное, рассмотрите возможность подписки на наш канал. Сегодня Вселенная говорит вам, что это только начало. Вам еще многое предстоит сделать и изучить. Может показаться, что вам уже пора продвинуться дальше, но не забывайте проявлять терпение по отношению к себе. Хорошие дела требуют времени, и нет необходимости торопить это чудесное путешествие, в котором вы находитесь. Избегайте сравнения себя с другими. Принимайте каждый день таким, какой он есть, и извлекайте из него максимум пользы. Будьте уверены, все постепенно становятся на свои места, и все складывается так, как вы и предполагали. Не тратьте свое драгоценное время, сравнивая свой прогресс с достижениями других. Вдохновение простирается гораздо дальше, чем сравнение, и вы слишком уникальны, чтобы измерять свой успех внешними факторами. С юных лет наше общество диктует, что правильно, а что нет. В глубине души мы все знаем, что такое правильный выбор, но на наши окончательные решения часто влияют наши переживания, травмы и эмоции. Эти факторы обычно направляют нас к нашему собственному благу, самозащите, сочувствию или любви. По мнению многих, вы хороший человек, когда заботитесь о других, когда вы честны, искренни, любящие и чутки. Вас считают хорошим, если вы открыты различным мнениям, культурам, классам и неизведанному. Когда вы слушаете, утешаете, помогаете и учитесь, вы хороший человек. Хотя эти добродетели даны каждому, это не значит, что мы все так себя ведем. К сожалению, из-за эмоциональной боли и травм многие люди начинают вести себя иначе. Это проявляется в том, что они причиняют вред другим, создавая цикл, в котором мы все участвуем. Делает ли это нас плохими людьми? Нет, мы должны помнить, что мы все рождаемся с одинаковыми эмоциями, разделяем одну и ту же боль, и многие переживают одинаковые травмы.
Иногда жизнь ставит вас в неудобные положения, в место, где вы чувствуете себя не готовым или неспособным. Это выталкивает вас за пределы ограничений, которые вы для себя установили. Есть обстоятельства, к которым невозможно быть готовым. Есть некоторые этапы, которым вам нужно подтолкнуть, чтобы вырасти и повзрослеть. Иногда вам приходится терпеть трудности, чтобы обрести мудрость, в которой действительно нуждается ваша душа. Поверьте, что все происходит не просто так. Иногда происходят душераздирающие события, и кажется невозможным разобраться в них. Однако помните, что иногда для этого нет никаких причин. Жизнь может быть жестокой даже по отношению к самым добрым сердцам и самым мягким душам. Однако жизнь тоже может быть прекрасной. Помните, после дождя всегда бывает солнечный свет, а после темноты свет. Верьте, что лучшие вещи уже на пути к вам. Всегда знайте, что день за днем ваше сердце исцеляется и готовится позволить всему добру излиться обратно к вам. Вы делаете то, что считаете правильным, во что верите и в чем черпаете силы. Вы делаете это для себя. Это эгоистично. Нет, потому что ты живешь своей жизнью. Если вы действуете от всего сердца, чувств и страсти, у вас все хорошо. Ваши намерения чисты, потому что, пока вы делаете свой собственный выбор и действуете исходя из страсти и сострадания, вы никому не причиняете вреда. Каждый день может быть хорошим. Во всем, что вы делаете, и во всем, что вы говорите, люди могут выразить себя. Они могут быть злыми, разочарованными или завидовать. Возможно, это потому, что они разочарованы тем, что вы хоть раз думаете о себе, вместо того, чтобы отстранить себя. Может быть, это потому, что они скорее предпочтут увидеть ваше падение, чем видеть, что у вас все хорошо. И, возможно, они напуганы, боятся, что не смогут сделать тот же выбор или достичь того же, что и вы. Но дает ли это им право напасть на вас и лишить вас безопасности? Нет, абсолютно нет. Конечно, у них могут быть свои чувства, и они могут высказаться. Но действовать из ревности, зависти или отчаяния никому не идет на пользу. Введите 11.11, если вам это нужно. Вместо того, чтобы ранить кого-то собственным чувством отчаяния или неуверенности, сначала попробуйте понаблюдать. Попробуйте прочитать урок. Постарайтесь порадоваться за кого-то другого. Посмотрите на кого-нибудь и посмотрите на это как, например, мы не конкуренты. Мы можем помочь друг другу. Мы можем поддерживать друг друга. Мы можем слушать друг друга, видеть и слышать друг друга. Разве ты не становишься намного счастливее, когда тебя награждают? Потому что оно присуждено вам. Это зависит от вас. Вы находите счастье в себе. Сосредоточьтесь на себе и позвольте другим вдохновлять вас. Вместо того, чтобы сбивать их с толку, помогите им подняться и помогите себе. Введите «да». Каждый день может быть хорошим. Бог говорит вам сегодня: простите себя за то, что вы стали другим человеком, чем год назад, 3 месяца назад или даже неделю назад.
Простите себя за то, что хотите разного, и, возможно, отступили от целей, мечтаний или людей, за воплощение которых вы боролись в своей жизни. Иногда чрезвычайно трудно увидеть перемены, увидеть эту разницу в своей душе и своих желаниях как что-то хорошее. Но это хорошо, это самое лучшее. Потому что это означает, что вы учитесь, это означает, что вы задаете вопросы, это означает, что вы не устраиваетесь в своей жизни. Это означает, что вы не просто отступаете на второй план, где врезаетесь своим сердцем в этот мир. Это значит, что вы требуете от себя большего. Это означает, что вы искренне стараетесь изо всех сил выяснить, что заслуживает того, чтобы остаться в вашей жизни, вместо того, чтобы просто держать вещи в ней, потому что они есть. Изменение типа. Я заявляю об этом, если вы получите это заявление. Простите себя за то, что изменились, и, что более важно, за то, что вы изменились. Потому что, когда вы человек, который меняется, это означает, что вы человек, который растет. Вместо того, чтобы поносить себя за это, вместо того, чтобы чувствовать, что вы отпадаете от себя, используйте эту трансформацию как напоминание о том, что вы на самом деле падаете в себя. Что вы на самом деле гонитесь за той жизнью, которая будет лучшим отражением этого сезона, в котором вы находитесь. И не бойтесь этих перемен. Не чувствуйте себя настолько комфортно в своей жизни, что вы вообще не двигаетесь, не рискуете и не задаете вопросы о том, какие вещи внутри нее действительно глубоко заставляют вас чувствовать. Желание перемен. Это не значит, что ты заблудился, это значит, что ты находишь себя. Введите 9191, если вы верите в Господа. Бог говорит, это твоя жизнь. Тебе разрешено изменить свое мнение, изменить свое сердце. Тебе разрешено стать другим человеком, проснуться однажды и не хотеть делать то, что ты делал всю свою жизнь. Тебе разрешено любить того, кого ты хочешь, уйти от людей, которые тебе неприятны, отпустить кого-либо без каких-либо объяснений, без какого-либо сожаления. Ошибки, учиться на них или не учиться и переживать все заново. Тебе разрешено забыть свое прошлое, если хочешь, или остаться в нем. Но ты также должен понимать, что так ты не будешь расти. Вам разрешено менять карьеру, одеваться по-другому, преследовать разные мечты, менять место жительства, даже если поначалу вы боитесь это сделать. Вам разрешено не любить себя, но также разрешено менять те же части, которые вы носите, не сходитесь во взглядах, работайте над ними до тех пор, пока вы не будете полностью довольны тем, кто вы есть. Это ваша жизнь. Сделайте это значимым. Сделайте свое собственное подтверждение, свой собственный путь, свой собственный образ жизни. Тебя достаточно, и ты не сломлен. Ты намного сильнее, чем тебе хочется верить. Теперь дышите. Сосредоточьтесь на Христе. Подпишитесь на наш канал, если вы верите в послание Бога. Не зацикливайтесь на своем прошлом. Сосредоточьтесь на Боге, а не на хаосе вокруг вас. Сосредоточьтесь на Христе и позвольте Божьим обещаниям направлять ваши шаги. Позвольте Божьему миру защитить каждый аспект вашей жизни,
и позвольте Его Слову защитить вас. Его милосердие и доброта никогда не покинут и не покинут вас. Решите возложить свои заботы перед Христом, ибо Он больше любой проблемы или обстоятельств, с которыми вы можете столкнуться. Помните, что Христос никогда не оставит вас, поэтому решите подчинить Ему каждую часть своего сердца. Подчинитесь Ему и верьте в Господа. Страх, который вы несете в своей энергии, часто бессознателен. Когда что-то провоцирует вас, и вы начинаете чувствовать страх, это может показаться ошеломляющим. Самосознание является ключом к распознаванию этого страха и наблюдению за ним с точки зрения высшего сознания. Когда вы духовно связаны с самим собой, ваше сознание выходит за пределы тела и разума. Это высшее сознание позволяет вам наблюдать за своими собственными бессознательными страхами с нейтральной точки зрения. Благодаря этой бдительности бессознательное становится сознательным, и все, что когда-то было в тени, превращается в свет. Подтвердите, что вы начинаете осознавать этот процесс. Когда мы сталкиваемся с неизвестной или тревожной ситуацией, обычно возникает беспокойство. Важно признать, что беспокойство – это реакция, а не ответ. Беспокойство возникает, когда мы позволяем нашим чувствам реагировать за нас, вызывая цикл пугающих мыслей, которые снижают нашу частоту. Вместо того, чтобы бояться, начните реагировать на жизнь. Осознайте, что беспокойство – это сигнал к действию. Подтвердите, что вы готовы сиять и преодолеть беспокойство. Бог понимает, что может быть трудно увидеть успех других, пока вы чувствуете себя застрявшим. Но помните, их успех не означает, что вы не можете осуществить свои мечты. Не отказывайтесь от позитивного мышления и здоровых перемен только потому, что ситуация еще не изменилась. В вашей жизни происходят перемены, даже если вы этого не замечаете. Оставайтесь рядом и позвольте волшебству случиться. Подтвердите, что вы начинаете осознавать этот процесс. Если мы верим, что счастье можно найти только в бесконечных поисках помимо Бога, мы обречены быть несчастными. Истинное счастье и трансцендентную радость можно найти только в Боге. Отдохните от экранов, текстов, социальных сетей и фильмов и откройте Слово Божие. Позвольте Его Духу излить радость в вашу жизнь. Помните, что вам предназначено пройти жизненные уроки, а не избегать или обходить их. Доверьтесь процессу и знайте, что у вас есть силы преодолеть любое препятствие. Будьте нежны с собой, ведь вы в безопасности и защищены. Худшее уже позади, и вы готовы выйти за рамки поставленных перед вами задач. Уроки были усвоены, и связи между вами и вашим прошлым перерезаются для энергетической ясности. Не беспокойтесь о воспоминаниях страшных моментов. Подтвердите, что вы нежны с самим собой. Все хорошо, и вам никогда не дадут больше, чем вы можете выдержать. Доверьтесь Божьему плану и помните, что Он всегда с вами. Опыт прошлого невозможно воссоздать, лучше всего признать их и оставить позади. Поступая так, вы можете войти в пространство личной свободы. Не забудьте ввести 1313. Вы окружены силовым полем полной любви и принятия.
Больше нет необходимости строить стены вокруг своего сердца. Вы можете доверять пути, по которому идете. Если вы поверили в Господа, вы часть команды. Ваши товарищи по команде, включая ангелов, предков и галактических проводников света, находятся в диспетчерской. Вы избранный солдат, вышедший на поле битвы или симуляции. Теперь у вас есть оборудование для общения с вашей командой во время симуляции. Ваши товарищи по команде в диспетчерской будут направлять и сопровождать вас на каждом этапе пути, гарантируя, что вы успешно выполните миссию. Крайне важно поддерживать постоянную связь со своей командой, получать рекомендации, указания, информацию, а также сообщать о своей ситуации и обращаться за помощью. Медитация помогает восстановить связь в случае сбоев или низкого сигнала. Многие люди забывают, что их направляет команда, и в конечном итоге теряются и испытывают трудности в симуляции. Введите 1111, если вы уверовали в Господа. Сегодня Бог говорит вам, что, когда вы перерастаете свое прошлое, люди из вашего прошлого редко понимают вас. По мере вашего развития ваше высшее «Я» требует, чтобы вы отправились в неизведанное. Однако старые отношения или дружба могут захотеть, чтобы вы остались прежними. Если кто-то действительно любит вас, он примет ваш рост и поддержит вас на вашем пути. Они не будут просить вас остаться в своем прошлом из-за их собственного. Пожалуйста, перепишите весь текст ниже, исправив грамматику и разделив его на абзацы, изменив некоторые части, чтобы удалить авторские права, но сохранив первоначальный смысл, и изменив порядок предложений, чтобы они имели смысл. Также уберите слово «музыка» и напишите все по-английски. По данным «данные», молитесь также Богу о восстановлении разорванных отношений, о восстановлении браков, о восстановлении того, что было отброшено или изношено врагом Богом. Прошу Тебя дать нам силы противостоять любым невзгодам, потому что мы знаем, Боже, что радость Господня – наша сила. Ты вложил в нас чистое сердце и правый дух, а Боже, чтобы мы могли быть подобны Иисусу во все времена. Пусть наша вера не будет обусловлена обстоятельствами, а будет укреплена истиной, которая Иисус, наш единственный Господь и недостаточный Спаситель. Помоги нам быть радостными и зависимыми от Тебя, независимо от обстоятельств, Боже. Радость – это то, что говорит апостол Павел: «Радуйтесь всегда». Господи, еще раз скажу: радуйтесь. Хотя многое может нас огорчать, у нас есть причины и даже больше радоваться. Мы хотим молиться всегда не из-за обязанности, а ради удовольствия находиться в Вашем присутствии. У нас есть благодарное сердце за все, что Вы нам дали и доверили. Не отдали нас от Тебя, но еще более предаемся Тебе, Боже, за всю оказанную Тобою верность, возлюбленный Сын. Здесь говорит единый и неповторимый Бог и Творец всего. Я источник жизни и счастья моего народа. Я хочу, чтобы вы знали, я собираюсь излить финансовые благословения, которые помогут решить все ваши проблемы и долги. Вы будете удивлены, потому что внезапно все сложатся в вашу пользу, и вы удивитесь, почему такие вещи происходят в вашей жизни. Но немедленных ответов вы не найдете.
Вам будет достаточно, чтобы осуществить все свои мечты и жить той жизнью, о которой вы всегда мечтали. Если вы верите в чудеса Божьи, воспользуйтесь этим видео. Бог говорит, что я услышал твой крик о помощи. Я видел твои слезы и как ты плачешь и теряешь равновесие. Я вижу, что вы взываете ко мне о помощи, просите достатка и здоровья своей семье и чтобы в ближайшее время произошли чудеса. Сын мой, я вижу, что у тебя нет сил ждать завтрашнего дня, что боль становится все сильнее. Подождите еще немного. Я не только открою дверь к финансовой свободе, но и предоставлю вам возможность убедиться в этом самостоятельно. Я пошлю королевство благословений, которых раньше не было, за 3 дня. Ваш банковский счет совершит финансовый скачок за гранью воображения. Каждые деньги, которые вы потратите с этого момента, вернутся к вам в 5-кратном размере. Напишите 11 часов 11 минут, чтобы заявить об этом с верой и надеждой. Посмотрите, насколько удивительно это принесет вам финансовую свободу всей вашей семье, и ваше благословение перельется на всех, кто вас окружает. Если вы верите в благодатную силу Господа, не пропускайте это видео и оставайтесь до конца. Иметь веру. Вы достигнете богатства раньше, чем думаете. Бог говорит, что я всегда сопровождаю тебя на каждом твоем шаге. Не думай ни на мгновение, что я тебя бросил. Я рядом и защищаю тебя своей верной десницей. Вы будете преуспевать во всех сферах своей жизни. Куда бы вы ни ступили, цветы и плоды будут расцветать, потому что прямо сейчас на вас изливаются благословения и чудеса. Бог говорит, что время страданий подходит к концу. Верьте в перемены, верьте в меня. Я Бог чудес, и по исполненным обещаниям я могу все. Продолжайте молиться и освящать себя. Не будьте бунтующим ребенком. У вас может быть страх и неуверенность в Боге. Вы можете бояться предаться Иисусу. Возможно, вы не хотите отказываться от вредных привычек. Но знайте, для настоящей трансформации в вашей жизни вам придется быть строгим к себе. Вы созданы, чтобы совершать великие дела. У Бога есть хорошие планы для вас, и Он приведет вас к окончательному изобилию триумфа и процветания. Оно стучится в вашу дверь. Если вы откроете его, вы увидите, сколько благословений вас ждет, произойдет то, о чем вы даже не подозревали. Напишите Богу 33, чтобы Он открыл вам двери. Бог говорит: верьте тому, что я говорю, и знайте, что я – источник вашей силы. Задумывались ли вы когда-нибудь об обещаниях, которые еще не выполнены? Задайте вопрос о моем выборе времени, оцените мои планы. Твое время пришло, сын мой. Время настало. Доверьтесь своим коленям, доверьтесь молитве. Я разрываю цепи, которые удерживают тебя. Я исцеляю твои страдания. Проклятие, повлиявшее на вашу жизнь, разрушается. Напишите 44, чтобы потребовать то, что принадлежит вам. Временная печаль, которую вы чувствуете, пройдет, но радость постоянна, и Бог дает вам эту радость.
Он также приносит вам благословение душевного покоя и процветания. Они находятся в пределах вашей досягаемости. Если вы зашли так далеко, и если Божье Слово для вашей сегодняшней жизни было благословением, оставьте свое «Аминь» в комментариях. Поделитесь этим сообщением, чтобы украсить чей-то день, и подпишитесь на канал, чтобы всегда оставаться верным. Пусть Бог будет с тобой всегда. Пусть Бог благословит вашу жизнь сегодня, завтра и всегда в мире Господа Иисуса. До завтра. В Иеремии 17, 7-8 говорится: «Блажен человек, который надеется на Господа, чье упование – Господь. Он подобен дереву, посаженному у воды, которое пускает корни свои по течению и не боится зноя, ибо листья его остаются зелеными, и оно не тревожится в год засухи, ибо не перестает приносить плоды». Этот стих представляет собой метафору, сравнивающую человека, который доверяет Богу, с деревом, посаженным во влажной, плодородной почве. Дерево может расти и процветать, потому что оно находится рядом с источником воды, а его ветви всегда зеленые даже в таких неблагоприятных условиях, как засуха. Изображение подчеркивает важность доверия Богу, особенно в трудные времена. Доверяя Богу, человек обретает поддержку и безопасность в Его присутствии. Подобно тому, как дерево имеет глубокие корни, которые тянутся в поисках воды, человек, который доверяет Богу, имеет глубокую связь с Ним, которая поддерживает и помогает преодолевать жизненные трудности. Этот стих также учит, что вера в Бога не только помогает нам процветать, но и приносить плоды даже в трудные времена. Подобно тому, как дерево стоит твердо и приносит плоды во время засухи, так и человек, который доверяет Богу, может упорствовать и приносить плоды во все времена жизни. Провозгласите, что существует неиссякаемый источник богатства, который будет постоянно вливаться в вашу жизнь, как вода, текущая в реке. Это не слабый и ограниченный поток, а мощная река процветания, которая принесет безопасность и изобилие в вашу финансовую жизнь. Будьте готовы получить это благословение, потому что к вам приближается финансовое изобилие, готовое воплотить ваши мечты в реальность. И если вы готовы принять это, Бог говорит, что Он внимательно наблюдает за вашими битвами и победами, вашими печалями и радостями. Он никогда не остается равнодушным к вашим слезам, никогда не остается равнодушным к вашим мольбам и никогда не остается равнодушным к вашим страданиям. Он постоянно бдителен в вашей жизни, готов обнять и приютить вас в любой момент. Он хочет коснуться вашего существа исцелением, чтобы облегчить все ограничения, все болезни и все недуги. Его сердце согласится прикоснуться к вашей финансовой жизни и наполнить ее, как бесконечный колодец, открывая для вас новые и чудесные возможности. Он хочет, чтобы вы почувствовали энергию и энтузиазм, исходящие от Него, потому что Он полон решимости помочь вам добиться успеха и стремиться к процветанию. Сегодня вечером Он раскроет все детали своих планов через ваши сны. Это будет славно, так что верьте, потому что время пришло. Ваши финансовые проблемы будут решены, и все беспокойства о вашем будущем изменятся, когда вы сможете управлять таким изобилием. Напишите 2222, чтобы получить лучшее от Господа.
Бог говорит, что ты, Его любимое дитя, излучаешь Его любовь и благодать. Ваш дух сияет в вашей жизни ярко, как звездный маяк, не оставляя места тьме. Сегодня Он хочет сказать вам, чтобы вы верили в планы на будущее, которые Он имеет для вас. Он всегда будет присутствовать в вашем путешествии, потому что Он ваш Бог. Этот месяц будет наполнен трансформациями в вашей жизни. Вы станете свидетелем действия руки Бога, как никогда раньше. Если вы почувствуете радость в своем сердце, услышав эти слова, поставьте этому видео палец вверх и посмотрите его до конца. Если вы верите в чудеса, вы получите удивительный опыт общения с Богом. Ваше тело восстановится, ваше здоровье восстановится, и самое невероятное, что Бог исполнит свои обещания, данные вам. Пришло ваше время признания, счастья и финансовый успех будут вашими. Деньги, которых вы так долго ждали, поступят на ваш счет, и время страданий закончится. Бог спрашивает, чувствуете ли вы Его любовь к вам. Он постоянно формирует вас и показывает правильное направление, которому нужно следовать. Все, что вы испытываете в своей жизни, все испытания и борьба имеют целью сделать вас сильнее. Ангелы говорят вам верить в планы Бога, действовать и никогда не оглядываться назад. Всегда двигайтесь вперед и продолжайте доверять. Теперь подпишитесь на канал, чтобы получать Божье руководство. Бог говорит, верьте в Него, и Он очистит ваш путь. Он позаботится обо всех вас. В пятницу вы будете помазаны Его славой и силой. Вы увидите вокруг себя неверующих людей, отдавшихся несчастью и страданию. Но ты другой. Будьте внимательны к Его знамениям и готовьтесь получать благословения и чудеса вокруг вас. Настройте свою душу и сердце на Его указания, и вы увидите победы, достигнете целей и осуществите свои мечты. Примите Иисуса в свою жизнь, Он свет миру. Если вы предаетесь Ему, тьма никогда не достигнет вас. Он – свет, который направляет тебя в самые трудные минуты. Он дает цель вашей жизни. Верьте в Иисуса, и Он никогда не заведет вас в ловушки. В этот момент вы обретаете мудрость и знания, которые помогут начать новый этап вашей жизни. Верьте, что Бог не лжет и не планирует для вас ничего плохого. Он знает, через что вам пришлось пройти. Вы участвовали в стольких битвах, что даже не уверены, выиграли ли вы. Но Бог знает, и Он знает ваши самые сокровенные желания и то, чего вы действительно ищете. Вы не хотите ни с кем говорить о том, что вы чувствуете. Вы боитесь, что вас будут судить по последствиям страха. Напишите 1111, если верите в Бога. Помните, что Бог всегда рядом с вами, на каждом вашем шаге. Поговорите с Ним, полностью отдайте свое сердце. Бог говорит, что Он ваш защитник, ваша сила. Отдохни в Нем, приди и восполни свои силы. Он даст вам силу двигаться вперед и преодолевать любые препятствия. Сегодня вечером Он посылает своих ангелов разбить лагерь возле вашего дома. Будьте внимательны к небесным знакам, они защитят вас. Сегодня знак был дан.
Напишите 22, чтобы получить защиту ангелов. Кто-то из очень близких вам людей скажет всем, как им повезло, что в их жизни есть такой хороший человек, как вы. Всегда благодарите Бога за то, что Он поставил вас на их путь. Ваше присутствие в их жизни принесло комфорт, радость и крепкое здоровье. Они счастливы. Мои возлюбленные дети, я здесь, чтобы благословить вас своей вечной любовью и благодатью. Откройте свои сердца и получите изобилие, которое я готов излить в вашу жизнь. Подобно тому, как вода непрерывно течет в реке, так и богатство и процветание будут вливаться в вашу финансовую жизнь. Приготовьтесь, к вам приближается великое благословение, готовое воплотить ваши мечты в реальность. Я вижу ваши битвы и победы, ваши печали и радости. Я никогда не остаюсь равнодушным к твоим слезам, никогда не остаюсь равнодушным к твоим мольбам и никогда не остаюсь равнодушным к твоим страданиям. Я постоянно бдителен, готов обнять и приютить тебя в любой момент. Я желаю коснуться вашего существа исцелением, облегчая все ограничения, болезни и недуги. Мое сердце жаждет наполнить вашу финансовую жизнь, как бесконечный колодец, открывая для вас новые и чудесные возможности. Почувствуйте энергию и энтузиазм, исходящие от меня, ибо я полон решимости помочь вам достичь успеха и процветания. Сегодня вечером, в твоих снах, я раскрою тебе подробности моих планов. Это будет славное откровение, поэтому твердо держитесь своей веры, ибо время пришло. Ваши финансовые проблемы будут решены, и все беспокойства о вашем будущем изменятся, если вы распорядитесь изобилием, которое я дарую вам. Напишите 22, чтобы получить от меня лучшее. Знайте, что вы, мои возлюбленные дети, излучаете мою любовь и благодать. Ваш дух сияет так же ярко, как звездные маяки в вашей жизни, не оставляя места тьме. Сегодня я хочу напомнить вам верить в мои планы на будущее, которые у меня есть для вас. Я всегда буду присутствовать в твоем путешествии, потому что я твой Бог. Этот месяц будет наполнен преобразованиями в вашей жизни. Вы увидите, как моя рука будет действовать, как никогда раньше. Если радость наполняет ваше сердце, когда вы слышите эти слова, поставьте этому видео палец вверх и посмотрите его до конца. Верьте в чудеса, и вы получите удивительный опыт со мной. Ваше тело будет восстановлено, ваше здоровье восстановится, и самое невероятное то, что я выполню мои обещания, данные вам. Пришло ваше время признания, счастье и финансовый успех будут вашими. Деньги, которых вы ждали, поступят на ваш счет, и время страданий закончится. Чувствуешь ли ты мою любовь к тебе? Я постоянно формирую вас и показываю правильное направление, которому нужно следовать. Каждый опыт, каждое испытание и каждая борьба, с которой вы сталкиваетесь, имеют целью сделать вас сильнее. Ангелы направляют вас верить в мои планы, действовать и никогда не оглядываться назад. Всегда двигайтесь вперед и продолжайте доверять. Теперь подпишитесь на этот канал, чтобы получать мое руководство. Верьте в меня, и я расчищу ваш путь.
Я позабочусь обо всех вас. В пятницу вы будете помазаны моей славой и силой. Вы увидите вокруг себя неверующих людей, отдавшихся несчастью и страданию. Но ты другой. Будьте внимательны к моим знамениям и готовьтесь получать благословения и чудеса вокруг вас. Настройте свою душу и сердце на мои указания, и вы увидите победы, достигнете целей и осуществите свои мечты. Примите Иисуса в свою жизнь, Он свет миру. Если вы предаетесь Ему, тьма никогда не достигнет вас. Он — свет, который направляет тебя в самые трудные минуты. Он дает цель в вашей жизни. Верьте в Иисуса, и Он никогда не заведет вас в ловушки. В этот момент вы обретаете мудрость и знания, которые помогут начать новый этап вашей жизни. Поверьте, я не лгу и не планирую для вас ничего плохого. Я знаю, через что тебе пришлось пройти. Вы участвовали в стольких битвах, что даже не уверены, выиграли ли вы. Но я знаю и знаю твои самые сокровенные желания и то, чего ты действительно ищешь. Вы не хотите ни с кем говорить о том, что вы чувствуете. Вы боитесь, что вас будут судить по последствиям страха. Напиши 11:11, если веришь в меня. Помните, что я всегда рядом с вами, на каждом вашем шагу. Поговорите со мной, полностью отдайте свое сердце. Я твой защитник, твоя сила. Покойся во мне, приди и восполни свои силы. Сегодня вечером я посылаю своих ангелов разбить лагерь возле твоего дома. Будьте внимательны к небесным знамениям, они защитят вас. Сегодня знак был дан. Напишите 22, чтобы получить защиту ангелов. Кто-то из очень близких вам людей расскажет всем, как им повезло, что в их жизни есть такой хороший человек, как вы. Всегда благодарите меня за то, что я поставил вас на их путь. Ваше присутствие в их жизни принесло комфорт, радость и крепкое здоровье. Я благодарен за каждую минуту, проведенную с тобой. Они хотят крикнуть всему миру и рассказать всем, как они счастливы, что вы есть в их жизни. Бог говорит, что со всей своей силой и божественным присутствием я двигаю горы и придаю твое благоволение. Возможностей появится множество, и вы испытаете сильную и интенсивную радость, подобную полуденному солнцу. Продолжайте это путешествие, потому что я иду рядом с вами на каждом этапе пути, всегда готовый направить и защитить вас. Я не хочу, чтобы ты страдал или сталкивался с трудностями. Ты рожден, чтобы сиять, а я рожден, чтобы побеждать. Я поместил тебя в этот мир, чтобы ты процветал и был счастлив. Я обещаю, что у вас никогда не будет недостатка в том, что вам нужно, и у вас всегда будет много денег, чтобы жить благополучной жизнью. Любящий Отец, Бог, во имя Иисуса, мы приходим к Тебе с сердцами, полными благодарности и надежды, чтобы восхвалять и поклоняться Тебе, потому что мы знаем, что Ты Бог чудес и благословений. Господь, Ты Бог, превращающий невозможное в возможное, исцеляющий все наши болезни, освобождающий нас от цепей зла и гарантирующий победу над нашими врагами.
Поэтому в этот момент мы просим Тебя сотворить чудо в нашей жизни, благослови нас своим присутствием, своей мудростью, своей благодатью и своим милосердием. Боже, мы знаем, что не заслуживаем Твоих благословений, но мы верим в Твою любовь и силу. Мы просим Тебя действовать в нашей жизни, проявляя свои обетования, исцеляя нас от всех болезней, избавляя нас от всякого зла и даруя нам мир, превосходящий всякое понимание. Боже, благослови наши семьи, друзей, бизнес и отношения. Дай нам свое руководство, свою мудрость и свою защиту. Благослови наши финансы и открой двери для работы и возможностей. Господь, мы просим всего этого во имя Иисуса, зная, что для Тебя нет ничего невозможного. Мы хвалим и поклоняемся Тебе за то, что Ты сделаешь в нашей жизни, зная, что Ты верен и выполнишь свои обещания. Пусть все это будет сделано для Вашей славы и чести. Аминь. Если Слово Божье для вашей жизни сегодня было благословением, оставьте свое «Аминь» в комментариях, поделитесь этим сообщением, чтобы украсить чей-то день, и подпишитесь на канал, чтобы всегда оставаться в вере. Ангелы Господни говорят, что кто-то из близких откроет о вас древнюю тайну. Продолжайте смотреть это видео, чтобы познакомиться с этим человеком. Пожалуйста, не игнорируйте это послание из сердца Божьего, чтобы благословить вашу жизнь сегодня. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк этому видео, чтобы охватить больше людей, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик уведомлений, чтобы получать больше подобных сообщений. И это подводит нас к концу этого видео, ребята. Я искренне надеюсь, что вам было интересно и информативно. Помните, вы по-своему уникальны и благословенны, и мы здесь, чтобы сопровождать вас в этом путешествии. Путешествуя по жизни, всегда не забывайте питать свой разум знаниями, свое сердце любовью и свою душу позитивом. Пусть вы находите счастье в каждом своем шаге, и пусть успех следует за вами, куда бы вы ни пошли. Воспользуйтесь этими благословениями и используйте мудрость, полученную из этого видео, чтобы сделать свою жизнь по-настоящему необычной. Если вы считаете, что наш контент полезен и находит отклик у вас, нажмите кнопку «Нравится». Это небольшой поступок, но он действительно значит для нас мир. И если вы еще этого не сделали, подумайте о подписке на наш канал, чтобы получать больше познавательного контента. Давайте продолжим вместе расти и учиться этому замечательному виртуальному сообществу. И помните, путь в 1000 миль начинается с одного шага. Итак, сделайте этот шаг вместе с нами и присоединяйтесь к нашей семье YouTube. Спасибо за вашу поддержку, ваше время и, самое главное, за то, что позволили нам стать частью вашего путешествия. Будьте благословенны, оставайтесь любопытными и продолжайте учиться. До новых встреч, до свидания и берегите себя.